Продолжаем наш рейс на Якутск. Всем привет. Тут новые новости от Volvo. Отрубилась, получается, на ходу просто Volvo Dynamic Steering, этот, ну, электропомощник на руле. Такое ощущение, как вообще без гидроусилителя рулю. Не знаю, вот, ну, я пока качусь до заправки, короче. Ну, в общем, это отключилось, и контроль полосы. Первый раз такое. Не знаю, может поможет просто. Ну как, это не красным горит, ничего, желтое предупреждал, что оно отключено. И руль такой тяжелый стал. Вань, ты принимаешь меня? Не знаю, кого спросили. Короче, такие дела от Volvo. У них все, обратитесь на станцию. Ну, еще у меня и топливо на лампочке. Ну, сейчас Газпром будет где-то тут рядом. У меня на 50 километров показывает. Но тут так показывает, честно говоря, на ней, что когда полные баки начинаешь заливать, 600 литров больше не влазит, а в баке 750. Ну, может быть, что не 750. Единственное, как бы по спецификации такой объем указан, а как бы как проверить непонятно. Ну, похоже на то. Где-то тут заправка должна быть. Это я в Кемеровскую область только заехал сейчас. Получается, только что был Газпром, но он с той стороны. Там, кстати, да, вот на границе с Кемерово, когда идете на Новосибирск, как раз на границе, там и кафе нормальное, и туалет, и Газпром, этот, и все. Ну, единственное минус, что в Новосибирске на Газпроме цена 58,05, а в Кемерово 54,20. Тут единственная такая разница конская просто. Там 55, что 20, по-моему, в Омской области. Дизель. Ну, что-то Новосибирск впереди всех. Так, Кемерово 89, у меня на 47 километров. Ну, расход тут у меня 31, 4500 проехал от погрузки. Погодка тут попрохладнела, то вроде так под 30-ник все время было, в Омске даже вчера. Сейчас всего 20 плюса. В общем, тут ремонты прошли, асфальт новый. Короче, катимся, наслаждаемся, руль тяжелый. Не знаю, мне кажется, на месте я его и не свернул. Это я на ходу. Такой как вот без гидроусилителя получается. Не знаю, как этот электропомощник так сдерживает передачу усилия на обычный гидроусилитель. Он же тут есть по-любому. Это же получается Volvo Dynamic этот. Он просто как примочка к гидроусилителю, электромотор там. В общем, посмотрим, что я сейчас доеду до заправки, заглушу, заведу. Если не пройдет, то будем на станцию в Кемерово. Станция есть, по идее. Потому что так ехать далеко рулем таким что-то не прикольно. То он мизинчиком крутится, а теперь, ну, может, на контрасте, что он сильно легкий был, не знаю. В общем, едем. Вот Кемерово 85, Иркутск 1730. Да, навстречу Андрей еще проехал, мы вместе с ним стояли. Когда я с Приморья на Москву, ну, на Нижний Новгород загрузился, в Москву, потом домой уже съездил, и сейчас сюда еду. А он только навстречу едет, мы вместе стояли, говорит, рекорд вообще, месяц он простоял. Груза не было. Ну как, наверное, было дешево там или что-то еще, пока ждал. Ну, там одно что-то ждал сначала, потом не получилось. Там хотели типа оборудование какое-то загрузить. И вот так вот время, месяц. Кто бы сказал, что месяц будешь стоять, уехал бы сразу. Ну так завтра, послезавтра, то выходные, то ждешь, что-то кто-то кому-то звонит, потом извините. Так что такое бывает на Дальнем Востоке. Даже больше, месяц и 5 дней, он сказал, по-моему.
рекорды поставил такие. Из разряда не дай бог никому. А это он меня заметил и позвонил по телефону, типа, здорово. У меня эта машина заметная, а так вот я в потоке как-то, ну, я его не заметил. У него тоже Volvo FH такая же беленькая. Ну, короче, зоркий глаз, если будет смотреть, Андрей, попадешься, тебе привет. В общем, едем. Все горит. 5 предупреждалок и топливо на исходе. По-русски, короче, все. Ну, я хотел на Кемерово заправиться. Не по 58. И сейчас буду, получается, где-нибудь на трассе. Потом стоять. Как обычно это бывает. Так, погнали меня. Я просто затрынделся, пока еду за этой одиночкой. Он тут бригадирил жестко. А может не он, не знаю. Все как-то уехали, а вот он передо мной остался. Так, это что у них? Желтые поля, это у них рапс, наверное, да? Рапсом все засадили тут. Тоже в Омске есть такие голубенькие поля, голубенькие цветочки. Это лен. Тоже много, я так удивился. Льна столько садят. Так что красиво, в общем. Ну ладно, буду дальше снимать, что будет интересно. Сейчас, ну, по итогам потом еще расскажу, что получилось с этим Volvo Dynamic этим. Все, удачи. Так, движемся дальше. Ну, короче, да, я приехал на заправку на одну, там солярка кончилась. Поехал куда-то вот в ближайший Газпром. И теперь через город еду. Ну да, заглушил, машина поставила, завелся, все отремонтировалось. Это ВДС, все рулит. Что-то глюкануло, короче. Штаны облил соляркой. Это привет тем, кто пистолет оставляет. Ну, замочек открытый. Вытягивал на второй бак. Короче, штаны в солярке минус штаны. Нормально. Мороженое взял. Ну да, есть на камеру не очень как-то, но решил срочно доложить обстановку, пока не стемнело. В общем, ладно, двигаемся через Кемерово. Сказали, едь прямо. И все. И куда-то я приеду на ту же дорогу, откуда выезжал обычно. Ну, мимо ленты, чтобы ехать. И надеюсь, это что тут по высоте. Все, приехал. Кабриолет. Да не, похоже, что нормально все. Не, проехал. Ну ладно, в общем, Кемерово, привет. Едем дальше, будет что интересное. Буду включаться. Всем удачи. Енисей. Да, и вода, видно, припала. Берега такие, то были в кустах вся вода. Ну тут как-то попрохладнело везде. Вот получается после Кемерово. Сейчас 18. Такой, ну, дождики местами. Ну, Через 500 метров съезд. Поверните направо. Жары, короче, нету. Ой, в общем, такие дела. 5,160 проехал. Съезд. Поверните направо. Слушай, ну это вообще прикалывается направо зачем-то. Через 300 метров поверните налево. Навигация. Ну, типа этой дороги не видишь. Маршрут перестроен. Прикол просто. Алису эту слушать. С прямой дороги куда-то. Да, мне так в Рязани раз я поездил так. Послушал ее. Типа короткий путь нашел. Я как погнал через центр. Километров может быть и меньше, конечно. Ну, зато Рязань посмотрел. Как обычно, по центру, мимо администрации, где-то там собор основной, там все посетил.
Короче, короткометражный фильм. Снимать нечего. Ничего как-то не происходит. Еду и еду. На круизе. Хотел машину помыть, но дожди начались. Здесь на регион 24. Мойка. Ну, смысла нету. Только что из дождя выехал, и вон впереди тоже тучки как кучки. Надо, не знаю, может куда-нибудь в интересное место камеру поставить. Раз содержательная часть видео как-то отсутствует. Я думал, может сюда закрепить, так получается. Он будет вперед смотреть, и приборную панель будет видно. Ну, как там, что. Ну, попробую. У меня есть там одно крепление для шлема, как раз такое изогнутое. И сюда ее чик. Не знаю, правда, как фокусироваться будет. Наверное, на что-то одно будет фокусироваться. Эксперименты, короче. А так вот за сегодня я проснулся, 454 проехал, расход 31,2. Нормальный, кстати, по этим горкам. Машин мало, выкатываешься, раскатываешься, сразу расход хороший. Найден более быстрый маршрут. Большое спасибо. Сейчас поведет по каким-нибудь тропам. А, тут пробка. Вон реверс до сих пор ремонтирует этот мост. Она типа 6 минут, типа вот сюда сворачиваешь, и там вот за пробкой выезжаешь вот на том мосту. Ну, единственное, что я лучше постою через город. Такая, конечно. Постоим на реверсе. Ну да, что-то долго там мостик этот ремонтируют. Не знаю, не умеют нас, как у нас как-то, знаешь, задачу поставили, собрали, соберите всю технику, все материалы, что вам нужны. Раз и сделали. Мне тут будет елозить там что-то. А главное, что обдалбливают верхнюю часть как-то. Впереди дорожные работы. Ну, типа мост, верхнюю часть делают. Не меняют там пролет или там что-то еще. Просто верхнюю часть как бы. Она не несущая конструкция, ничего. Что-то пробка зашевелилась. Ребят, кто по мостику едет, что там подсыпали, нет? Там, видите, что-то подсыпать должны были. Значит, там царь канала какая-нибудь обнаружится. И вот на Новосибирске едете, по мостику проехали. Подсыпали там мостик, нет? Да, подсыпали. Да, сука, сюда ехал специально, сказал бы, сейчас телевидение вызвали, сюда приедет, нахуй. А я подъезжаю, смотрю, что-то зашевелились, блядь. Подсыпали, сука, сразу. Страшный человек. Телевидение вызовет, если что. Имейте в виду. Надо телевидение вызвать у нас по всей стране. Вот это вот писк. Вот газ сбросил, ничего нету. Газ нажал. Какая-то песня, как свисток свистит. Но это не ремень, потому что такое, как вот, ну, воздухом чувствуется, выдувает. Может, вот это вот вариант с гофрой. Где-то сечет, типа гофра. Но она, главное, на холодную никогда не пищит ничего. На горячую вот так вот через раз попищит, потом полдня не пищит. И непонятно, как ее вычислить. Она такая на скорости именно. Именно с нажатием газа связана. Ну, то есть нагрузка пошла, что-то попищало. Но не всегда. Газ сбросил, скорость та же самая, ничего не пищит. Ой, такие самые поломки интересные, в общем. Ладно, стоим, короче, в пробке. Дальше буду снимать, а то пишут, кто что-нибудь снимай. А что снимать? Вон как картошка цветет внизу. Поле с картошкой. Все, заснял, как цветет картошка. Что-то новое, да, опять же. Ладно, всем удачи. Обзор, обход.
Так, подожди. Иркутская объездная. Вот, выход на Култук. Все в порядке. Вон там шашлычная, здесь все знают, кто ездил. Получается, все время мужичок стоит, жарит. Перекусил у него шашлыка. В общем, двигаем дальше. Тут вообще осень, 14 градусов, все время дождь идет. Такая погода не очень. Сейчас пацаны с мегабаритом выезжают. Что-то как-то резко. Наверное, едет. Все, ладно, погнали дальше. Погода осень настоящая. Все, давайте помогать. Да, тут погодка так себе на Култуке. Дождь прям хороший идет. 12 градусов, наверное, возле Байкала еще будет прохладнее. Он-то так сильно не прогревается. Ну, такой туман, дождь, свежий воздух, в общем. Ну, машин мало, в принципе, никаких бригадиров не встретилось. Потихоньку там вот реконструкция идет, видно уже, как будет спрямлять вот эти вот, ну, в начале 2,14% там подъем, спуск, там потом прямая будет, наверное, года через 2, будет вообще попроще. Да, в общем, пилотирование в сложных условиях. Расход подрастает, уже 32,3 от Питера. Ну, сейчас дальше, получается, только вверх будет идти. Тут экономить можно, там прямая будет где-то, ну, там к Чите подъезжать, что-то там. А так в основном горы везде. Ну и в районе Улан-Удэ. Вот отсюда, с Байкала до Улан-Удэ, там по ровному километров, наверное, 150 будет. Вот на моциках вообще, наверное, прикольно. Ну, хотя дождевик, если нормальный одеть, то как бы не проблема, оно не затекает никуда. У меня даже от мотоцикла остались дождевики. Вот тут в машине со мной катаются два. Я если что одеваю. Особо не пригодилось. Конечно, в Питере только раз одевал, когда дождина был. Парковался, там бегал вокруг машины. Они проклеенные, все швы, все на нем. Ну, как бы вообще его воротник, стойка, шлем одел, чик-чик, все. Готово. Не знаю, как бы не буксануло с ленивцем по мокрому. Ну, я там подымал ленивец на вот этих самых крутых подъемах, которые от... Как она называется-то, я забыл. В общем, населенный пункт первый от него, вот самый крутой подъем. Вылетело чисто, не знаю, не помню, короче. Ну, это не такой крутой, но все равно на 7-й передаче 33 едем на полный газ. Вроде пробуксовка не срабатывает, нормально все. Так, сегодня по дате, да, получается 14 июля, я 7-го выехал. Вот будет сейчас 11 по Москве, да, я, получается, в 17:30 по Москве выезжал. Вот в 17:30 будет неделя ходу. Ну, как раз примерно под Улан-Удэ, где-то в тот район. Это, ну, в общем, потихоньку. Тут мне позвонили, это, заказчики, говорят, все, бананы кончаются, давай быстрее. А я говорю, ни слова больше. Все, перестаю есть, спать. И на круизе вместо 81 вот 82 поставил.
Короче, спешу. А то в Якутске бананы заканчиваются. Так, вот это я, наверное, зря обогнал Volvo это. Сейчас, говоря, тут круто спуск. А я ж любитель быстро, это медленно ехать вниз. А тут с трубами еще более медленно любитель ехать. А ну как-то 8-я передача и получается и много. Получается 7-я, надо 7-я. И за ним на 7-й я его догоняю. Ёлки-палки. Ну вот сейчас не догоняю уже. Но обгонять я, конечно же, не буду. Но что-то он еще качественнее спускается, короче, чем я. А я, получается, на него накатываю все время. Это тоже Volvo идет, наверное, на 5-й, что ли. Что у меня на 7-й оборотов-то нету. Третье положение 7-я. Ну, сейчас должен отпускать, начинать на подъемчик он, по идее. А он что-то не собирается. А вот поехал. Надо его, короче, обойти. А может, тут особо мест таких нету, где обходить. Где теперь в капкане между двух Volvo. Так-то 4 трубы эти не сильно тяжелые, по идее. Они тонкостенные. Тонны по 4, может, что. Ну явно не 30 тонн каких-нибудь. Так, ну чутка колтуказа сниму, вот это движухи. Так, и мне осталось где-то отсюда 3200-300, наверное. То есть получается, я проехал ну, 6270 сейчас прошел. Короче, темп нормальный, но как-то я на 10-й день приезжал, что быстрее, а может на 11-й, не знаю. Ну, тот раз я, по-моему, на 10-й день приехал, но на паром потом стоял, ждал 3 дня. Пока пойдет. А тут особо уже ускоряться негде, только за счет того, что меньше спать. Я-то, конечно, получается, в Кемерово там 12 часов стоял, до этого часов 10 стоял. То есть такие у меня были. Ну, пока походишь, там что-то пошел в душ, стираться туда-сюда. Можно, конечно, принципиально 6 часов спать и ехать. Но я так не делал. Сюда без будильника, как бы сказали, что не спешить. Я и не спешил, как бы. А теперь все. Задача поменялась. А времени для наращивания темпов как бы особо и нету. Так, как-то он вообще на гору не добавляет, этот авальвист. Видать, все-таки легкий, потому что он не раскатывает ее. А я его опять догоняю все время. Ну, потому что Volvo как-то едет, она вот чуть газу даешь, как-то нет реакции, нет. Потом кикдаун нажал, тогда начинает ехать. Переключает на нижнюю передачу и уже газует там вовсю. А так получается как-то. Обычно дизельная машина, наоборот, там газ вообще не надо давить. Чуть надавил и понесся. А тут как-то на грузовике сделано, как на бензиновой. Пока не надавишь, до пола не поедешь. Как бы где-нибудь
подотстать негде. Я бы лучше бы остановился. Сейчас, может, где-то будет площадка. Остановлюсь, пусть уедут они. Потому что начинается вот этот сбор каравана. Обогнать особо негде. Там будет потом 2 полосы на подъем где-то, но это уже, наверное, ну, поближе к спуску к Байкалу. Там вот прямая такая будет сделана, ну, расширенная дорога, новая как бы. Вот я его, получается, и на горняке догоняю, и подъем догоняю. Ну, нету, грубо говоря, оперативного простора. Ну, в общем, едем дальше. Засниму там, что будет Байкал. Наверное, не видно будет его. Такая погода. В общем, продолжаем путешествие по России на грузовике. Короче, ехал, от всех убежал, чтобы сзади не поджимали на спуске. И тут реверс. Мост ремонтирует. Надо будет, наверное, точно останавливаться где-нибудь. Так, погода, в принципе, вот уже 12 градусов стало. Хорошая погода для прохождения Култука в плане того, что тормоза особо не перегреешь. Ну, я ими так особо не пользуюсь, но я к тому, что вот так вот кто на тормозах ходит, горняк слабенький, то им, конечно, в помощь. Ничего, оно мокро, перегрев, охлаждение идет, короче, хорошее. А перегрев такой, не знаю, чтобы по такой погоде перегреть, надо прям, наверное, вообще на тормозах специально в подъем даже тормозить. Сейчас главное, в мокрую погоду вот этот писк, свист как-то пропадает. С чем связано? Тоже поиск таких неисправностей. Оно ничего не пищит. Вот обычно на маленькой скорости начинаешь набирать, оно попискивало. О, вот это отлично. О, а сейчас есть, да. Машет. Я на красной остановился. Короче, ладно. Если что, машину поменяем, чтобы не пищал. Я бы лучше постоял, честно говоря, чтобы все уехали. Ну, зато потом за грибами, наверное, классно ходить будет. Вот сейчас дожди вот эти пройдут. Грибов будет, наверное, тут немерено просто. Потому что и так там кое-где стоят, торгуют. Какие-то похожие на лисички, там что-то такое я видел. Ну, не здесь, на Байкале, а там за Красноярском было. Сейчас, если стоянка будет, надо... А, сзади меня никого вообще. А, не, есть чуть-чуть. Или на подъем сейчас сбавить и пропустить всех там легковых. Ну, маленькие машинки быстро проедут. Чтоб сзади никто не подпирал. Спускаться спокойно на там 7-й, 6-й, наверное, 6-й. 76-й, короче. Ладно, едем дальше. Так, что-то тут сообщили, что авария по рации на спуске, не пойму где. Не, ну хотя рацию, может, я-то далеко слышу, это меня слабо слышат. Тут опасные повороты. 7-я не держит, походу. Ну тут круто спуск.
Но это еще не финальный на Байкал. Ну, тоже такой не слабый. Короче, чуть-чуть тормоза тут попользую. У меня хотя бы пробег сейчас 192 700. Мне до сих пор показывают новые тормозные колодки. А что-то нету никаких аварий, не знаю. Ну вот мы догоняем опять какую-то толпу. А, ну это те, кто на... Вот это, наверное, авария, он говорил. Ребят, на Уланду идете там перед рамкой, блядь, на повороте авария. Аккуратнее, по вашей полосе объезжает. Перед рамкой. А, получается, аж уже на Байкале на самом. На выходе. Спасибо. Кто-то летел и не справился. Ладно, включу, покажу, что там случилось попозже. Ну да, вот начался основной спуск, там написано 7,5 километров. Это к Байкалу. Он тут впереди тоже супер аккуратно едет. По правильному, сзади нас уже там толпа целая. Не, ну Мерседес вроде как не горняк послабее. Правильно делает, что уже за 7,5 километров может кончиться все тормоза на полпути еще. Там, кстати, вот тут поворот будет, ну, перед основным на Байкал. Там, вот там внизу вот так вот вечно запчасти от машин там валяются. Улетали туда годами, как раз этот самый основной поворот уже попасть не могут. А так едешь спокойно вообще. Медленно, да, но потратил, грубо говоря, 20 минут времени и все. И приехал. Полюбовался видами вокруг. Конечно, есть вариант отвалить и адреналина полные штаны, конечно. Но что-то неохота. Ладно, это я так, лирическое отступление. Да, вот сам выход на Байкал. Тут уже такую подпорную стенку поставили, чтобы уже не пробивали ее. И то вот это вот следы, наверное, это КамАЗ как-то тут вытаскивали. А, тут просто взад въехали. Чуть-чуть взад въехали и перекрыли дорогу. Ну, вон тоже, кстати, ящики с фруктами какими-то валялись. Ну да, авария так. Слава богу, что так. Могли бы уже и разъехаться. Ну, Байкал весь в дымке. Вон поселок Култук внизу. Особо, да, видимость такая себе. Ну, тут прям видон, конечно, все равно, даже в дымке. Впечатляющий, запоминающийся. Самая южная оконечность. Байкал, поезд над ним, над нами, под нами, то есть. Тоже по серпантинам тут гоняют, вон там ниже тоже идет. Вот он весь Байкал. Иркутск, едете за рамкой Антоновска, ваша полоса занята, авария. Что там пикает? А, это пикает, что поступил. Мужики, где авария, подскажите. После рамки
Платоновская, Иркутск, ваша полоса занята. Проход-то там есть? Так, спускаемся. Да, раньше тут тропа была такая, что вот тут смотровая была. И там, по-моему, повыше можно было, стояли люди, торговали, можно было остановиться. Да и гравийка когда-то была здесь, вся эта дорога. В общем, я так вот Култук прошел, ну, чуть-чуть потормозил, может, в общей сложности там раз 10 на тормоз нажал. И то так придерживать именно. Уши позаложило, перепад по высоте. Ну, сейчас там еще по той стороне Байкала поедем, там тоже будут серпантинчики, подъемчики. Мангутайский, по-моему, вот этот самый большой называется. Так, а тут надо поширше, потому что... А, тут уже подровняли, а тут раньше такая яма была. Ну, вот здесь, когда в радиус идешь, прицеп уже яму аж накопали. Ну, все, вот поселок Култук. Дети что-то без зонтиков носятся. Дождь так нормально идет. Ладно, в общем, дальше у нас Улан-Удэ. Привет всем.